الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلما وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Сегодня, иншаллах, наша тема – это первый и последний ниспосланный аяты. Первый и последний ниспосланные аяты или сури. Какая важность имеет эта тема? Во-первых, показать уровень заботы о Коране. До того момента, как наши ученые заинтересовались этим, какой первый аят был, сподвижники пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям задавали этот вопрос между собой. Какой был первый аят? Какой был первая сура ниспослана? Какая была? Поэтому, если этот вопрос интересует сахабов, сподвижников, это значит, уровень заботы о Коране очень высокий уровень. И если ученые задают такие вопросы, какой там первый сура, какие последний, какой аят был ниспослан летом, какой аят был ниспослан зимой, какой аят был ниспослан в городе или в путешествии, это укажет нам, насколько был важен Коран перед учеными, перед сподвижниками, и насколько они заботились о нем. И это дает нам покой о том, что все, что находится в Коране, это на самом деле так и было ниспослано. Почему? Потому что наименьшие детали обсудили наши сподвижники, наши ученые. Ничего не оставляли без обсуждения. И, альхамдулиллах, все, что дошло до нас, это довод о том, что Коран – это истина. Это все от Аллаха Субхану ва Тааля. Второе, что мы можем сказать, это выявить мудрость шариата. Как шариат наставляет людей, как она приводит людей в прямой путь. Каким образом, какой там этап, какие этапы следует шариат, чтобы наставлять людей. Это мы можем узнать при знании первых аяты и последующие аяты. Например, если в одной теме взяли все аяты, которые говорили об одной теме, мы знаем, какой первый аят был, какой второй, какой третий, какой последний. И тогда мы знаем, шариат каким образом наставила людей, начиная с первого аята об этой теме и заканчивая в последний аят об этой теме тоже. Третий, это тоже важный момент, это определить отменяющие аяты и отменяемых. Ан-насих валь-мансух. И эта тема, иншаллах, в следующем уроке будем говорить о ней. Наука отменяющие аяты и отменяемых аятов. Поэтому, когда несколько аятов говорят об одной теме, об одном вопросе, обсуждают один и тот же вопрос, если мы не можем там сопоставить эти аяты, то есть кажется нам, что это противоречие, а противоречие в книге Аллаха не может быть, значит, первый аят был в начале ислама, потом Аллах Субхану ва Тааля отменил это решение, которое было в начале ислама, а заменил его чем-то новым. Поэтому, как мы будем знать, зная, какой будет первый аят в теме, какой последний аят. Таким образом будем знать, какой отменяющий аят, какой отменяемый аят. Или какой отменяющий решение, какой отменяемый решение. Откуда берется это знание, то есть знание о первом, что было ниспослано, о последнем, это исключительно берется из передач. Потому что своим разумом мы не можем определить, это был первый или второй или третий или последний. Это исключительно определяется
посредством передач. Какие там передачи были, какие вопросы обсудили сподвижники, и как дошло до нас вот эти передачи, и таким образом только мы можем определить, какие первые аяты были, какие последние, или сури в общем. Переходим на основную тему. Первые ниспосланные аяты. Есть разные мнения у ученых. Самые сильные мнения – это два. Первый из них говорится о том, что в нем говорится, что первый, что был ниспослан пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, это первые 5 аятов от сура Аль-Алак. «Икра бисми раббика алладhi халак, خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم». Приводит ученый на этом мнении довод от Аль-Бухари, Муслим и другие. Хадис от Аиша радийаллаху анха, очень длинный хадис, в котором она говорит о начале ниспослания откровения пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. И в этом хадисе она говорит, что когда ниспосланы были первые аяты Корана, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям был в пещере Хира, ангел Джибриль пришел к нему, сказал: читай или икра, читай или повтори. Вот слово икра, толкователи говорят, что первое мнение это читай, есть еще и другое мнение, то повтори, икра. Он сказал: я не могу. Второй раз сказал икра, он сказал: я не могу, ма ана бикари. Третий раз сказал икра бисми раббика алладhi халак, и дал ему эти первые 5 аятов суры Аль-Алак. Поэтому это достоверный хадис от Бухари и Муслим и другие, от Аиша радийаллаху анха, и в нем говорится о том, что первые аяты, которые были ниспосланы, явно говорится, что это первые 5 аяты суры Аль-Алак. Второе мнение, еще до второго мнения, тоже есть передача достоверная от Абу Муса Аль-Аш'ари, что он читал эти аяты, первые 5 аяты суры Аль-Алак. Когда он читал эти аяты, он сказал существующим с ним, сказал им, что это первый Коран, который был ниспослан. То есть эти аяты были первые аяты, ниспосланы пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Вот эти доводы первого мнения. Второе мнение говорит о том, что первый ниспосланный Коран – это сура Аль-Муддаththir, покрывшийся плащом, может, как переводится. Сура Аль-Муддаththir – это первый, что был ниспослан. Тоже от Бухари и Муслим передают от Абу Салама, радийаллаху анху, сподвижник, что он спросил Джабир ибн Абдиллах. Он сказал: о Джабир, какой был первый Коран был ниспослан пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям? Он сказал: сура Аль-Муддаththir. Абу Салама сказал ему: это не были икра бисми раббика алладhi халак. То есть на самом деле не были первые аяты икра бисми раббика алладhi халак, эти аяты, которые были ниспосланы первые. Он сказал: я говорю, что я слышал от пророка, что он был в пещере Хира, когда он спустился в долину, он слышал кого-то, который его звал. Он смотрел вперед, назад, направо, налево, никого не увидел. Потом слышал, кто-то говорит: Мухаммад, позовет его. А он смотрел тоже вперед, назад, направо, налево, никого не видел. Потом третий раз кто-то его позвал. Смотрел, никого не видел, а смотрел на небо. Смотрел на небо, а видел ангела Джибриль алейхиссалям сидит между землей и небом. То есть увидел ангела Джибриль алейхиссалям сидит между землей и небом, или между небом и землей. И в этой передаче говорит, что после этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям испугался и торопился домой и сказал Хадиджа радийаллаху анха: покрывайте меня. То есть ему было страшно и холодно. И сказал ей: покрывай меня.
датхируни. И тогда была ниспослана сура Аль-Муддатхир. О покрившийся, встань и предупреждай, или неси предупреждение. Я айюха аль-муддатхир, кум фаанзир, и до конца суры. Поэтому в этом передаче, в этом хадисе говорится о том, что первый, что был ниспослан, это сура Аль-Муддатхир, а не первые 5 аятов сура Аль-Алак. Теперь, есть и еще другие мнения, но они гораздо слабее, чем эти два мнения, поэтому нам хватит вот эти два мнения. Какой из них более достоверный, сейчас, иншаллах, скажем. Ученые говорили, что хотя кажется, что есть противоречие в этих хадисах, что в одном хадисе говорится, что первые 5 аяты сура Аль-Алак, и в другом говорится о том, что это сура Аль-Муддатхир, но на самом деле нет противоречий в этом. Почему? Ученые дали разные ответы на этот вопрос. То есть, почему нет противоречия в этих хадисах, в этих двух хадисах. Первый ответ на этот вопрос, то, что когда Абу Салама, то есть в хадисе, который говорит о втором мнении, когда Абу Салама спросил Джабира, он не спросил про первые аяты, ниспосланные пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, а он спросил о первой суре. Какая первая сура была ниспослана пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому Джабир ответил, первая сура – это Аль-Муддатхир. И установлено, что в начале был ниспослан пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, сначала 5 аятов от суры Аль-Алак, потом полная сура Аль-Муддатхир, потом продолжение сура Аль-Алак. То есть сура Аль-Алак не была ниспослана целиком, а только первые 5 аятов из нее. Потом сура Аль-Муддатхир целиком, потом остальное или продолжение суры Аль-Алак. Поэтому в этом нет противоречий. То есть речь во втором хадисе идет о первой суре, не о первых аятах, ниспосланных пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Есть еще второй ответ, что первые аяты были ниспосланы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, дали ему пророчество. То есть приказ в первых аятах «Икра бисми раббика аллади халак» был пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, читай или повтори. Когда он получил первые аяты от Аллаха, субхану ва тааля, он стал пророком, саллаллаху алейхи вассалям. А когда он получил второй, то есть «Я айюха аль-муддатхир, кум фаанзир», встань, неси предупреждение или предупреждай. Вот этот приказ не ему, чтобы он предупреждал себя, а чтобы он предупреждал других. Поэтому после второго аята или после суры Аль-Муддатхир он стал посланником. То есть первые аяты о пророчестве – это первые 5 аяты суры Аль-Алак. И первые аяты о том, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стал посланником – это сура Аль-Муддатхир. Поэтому противоречий нету. Третий ответ на этот вопрос – то, что когда Джабир ибн Абдуллах радийаллаху анху ответил, что первое, что был ниспослан пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это сура Аль-Муддатхир, это говорится о том, что после того, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, получил эти 5 аятов от суры Аль-Алак и вернулся домой и сказал Хадиджи, что мне было страшно и так далее, покрывайте меня. От него, то есть ему не был ниспослан Коран на долгое время, чуть-чуть, то есть не сразу был ниспослан второй раз Коран. А после этого периода, то есть длинного периода времени, он получил суру Аль-Муддатхир. Поэтому может быть, что Джабир, когда ответил на этот вопрос, сказал, что после этого периода первый, что был ниспослан, это сура Аль-Муддатхир. И тогда не будет противоречия в этих хадисах. Четвертый ответ, возможный на этот вопрос, что сура Аль-Муддатхир была ниспослана
как сказать, то есть дословно или допустим, что она была ниспослана с причиной. То есть была причина для того, чтобы Аллах Субхану Тааля сказал «Я айюхаль муддаththir». Какая причина? Что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям покрывался. Поэтому Аллах Субхану Тааля сказал «О покрывшийся». А аль-алак была ниспослана без причин. То есть от Аллаха сразу Аллах Субхану Тааля дал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям эти аяты без причин. Поэтому можно сказать, что первые аяты ниспосланы пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям без причин, это аяты суры Аль-Алак, первые 5 аяты. А первые аяты или первая сура, которая была ниспослана с причиной, это сура Аль-Муддаththir. И в этом, иншаллах, согласно этим ответам, противоречия не может быть в хадисах. И осталось сказать, что более достоверный считают, как большинство ученых говорят, что первый, что был ниспослан на самом деле, это первые 5 аятов суры Аль-Алак. Потом сура Аль-Муддаththir полностью, потом суры, то есть продолжение суры Аль-Алак. Есть еще один хадис, тоже в Бухари и Муслим, от Аиша радиллаху анха сказала: «Иннама назала ауаля ма назала минху суратун миналь муфассал». Первый, что был ниспослан из Корана, это одна сура из Аль-Муфассал. Раньше мы говорили о том, что Коран можно разделить на 4 частей. Согласно одному хадису пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, что у нас есть первая часть, это саб'у тиваль, 7 длинные суры. Потом аль-миин, то есть аяты, состоящие из 100 плюс-минус аятов. Потом аль-маthani, то есть аяты, суры, которые приходят после второго вида. И последняя часть – это аль-муфассал. То есть перевод, если дословно переводить, это разделенный. То есть там суры очень короткие, и аяты в том числе тоже короткие. Поэтому есть много разделов между сур. Поэтому назвали аль-муфассал. И эта часть начинается с сура Каф до конца мусхафа, до суры Ан-Нас. И наша мать Аиша радиллаху анха говорит, что первый, что был ниспослан из Корана, это сура из Аль-Муфассал. То есть сура находится в этой части Корана. И в ней был упоминание об аду и о раю. Потом, после того, как люди приняли ислам, должным образом Аллах Субхану ва Тааля начал ниспослать халаль и харам. То есть Аллах Субхану ва Тааля не в первую очередь ниспослал, что это харам не делайте, это халаль делайте. А сначала Он ниспослал аяты, предупреждающие об огне. То есть от огня ада защищайтесь, и вот рай, приблизитесь к своими делами к раю. И таким образом, согласно этому хадису, достоверному, первая сура была ниспослана, можно сказать, что она муддаththir. Почему? Потому что первые 5 аятов суры Икра, суры Аль-Алак, не содержит там упоминание о раю или об аду. А сура Аль-Муддаththir, да, содержит такое упоминание ада и рая. Поэтому можно ответить на этот хадис, что здесь имеется в виду не самый первый, что был ниспослан, а наша мать Аиша радиллаху анха говорит в общем. Как мы говорили о важности этой науки, что мы можем посмотреть, каким образом шариат призвал людей к исламу. То есть она говорит здесь, что не именно первые аяты были ниспосланы, а в общем, в начале ислама были ниспосланы аяты об аду и о раю. А после того, как иман укрепился в сердцах верующих, они приняли ислам, начали ниспослаться аяты о дозволенном и о запретном. Поэтому в этом хадисе, хотя там было сказано нашей матерью Аишей радиллаху анха, что первый, что был ниспослан, это не имеется в виду буквально, а имеется в виду то, что
в общем, что первый вид Корана был ниспослан. Не был халаль-харам, а был упоминание рая и ада. Переходим на следующий пункт аяти, который последние аяты, которые были ниспосланы. Последние аяты есть много мнений разные. Например, первый из них говорит, что аятур риба, аят лихвы, то есть риба, был последний аят ниспосланный. Это в суре Аль-Бакара. «Я айюхалладзина аману аттаку Аллаха ва зару ма бакия мин риба ин кунтум му'минин». Это называется аят лихвы. Другое мнение говорит о том, что последний аят был ниспослан, это аятуд дайн, аят долга. يا أيها الذين آمنوا توجه في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Это самый длинный аят в Коране. Третье мнение говорит, что вот эти две аяты вместе были ниспосланы одновременно. И есть четвертое мнение, которое говорит о том, что последний аят был ниспослан, это между ними, между аят риба и аятом долга. Это واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. То есть, вот эти четыре разные мнения можно собрать, то есть, чтобы там не было противоречий между собой? Конечно, можно. Каким образом? Таким образом, как будто они были ниспосланы, вот эти аяты от аята риба, лихвы, до аята долга, они были ниспосланы одновременно. Поэтому, кто говорит, что последний аят был ниспослан, это аят лихвы, он имеет в виду, что этот аят и что следует после нее. Это вместо был последний, что был ниспослан. А кто говорит, что это аят долга, был самый последний, он тоже может иметь в виду, что они были ниспосланы вместе, но поскольку они были ниспосланы по порядку, как они есть сейчас в Мусхафе, последний аят из них – это аят долга. Поэтому она на самом деле самый последний аят, который был ниспослан. И тот, кто говорит, они были ниспосланы вместе, он имеет в виду, что были ниспосланы вместе, хотя они по порядку в Мусхафе, но время ниспослания – это одно. Поэтому нет противоречия между этими мнениями. А мнение, которое ученые говорят, что это более принят, это то мнение, которое говорит, что последний аят «Ваттаку яуман турджауна фихи иля Аллах». Бойтесь того дня, когда вернетесь к Аллаху. «Thumma туаффа куллу нафсин ма касабат ва хум ла юзламун». Каждый человек получит то, что он заработал. И никто не будет подвергнут притеснению. Притеснения не будет в тот день. Поэтому смысл этого аята соответствует конец ниспослания Корана. То есть все, что Аллах Субхану ва Тааля рассказал в этом Коране, все истории, все запретное, все дозволенное, которое Аллах Субхану ва Тааля сказал, все приказы Аллаха Субхану ва Тааля, все, что Аллах Субхану ва Тааля говорит в этом Коране, очень подходит, когда заканчивается Коран, ниспослание Корана заканчивается этим аятом. И бойтесь того дня, когда вы вернетесь к Аллаху. То есть выполните все, что находится в этом Коране. Поэтому это тоже сильное мнение, что это последний аят, который был ниспослан. Есть, конечно, и другие мнения, но чтобы там не сидеть долго, и говорит, это самые сильные мнения, и это нам хватит, иншаллах. Последняя сура, которая была ниспослана, есть тоже разные мнения. Одно мнение говорит, что это сура Ат-Тауба, бараату мин Аллахи ва расулих. Это мнение Аль-Бара ибн Азиб, радиаллаху анху, и Усман, радиаллаху анху, есть передача от него, в котором он говорит, сура Бараа, то есть сура Ат-Тауба, была среди последних сур, которые были ниспосланы. Другое мнение, что это сура Ан-Наср, «Ида джаа насруллахи валь фатх». Это передается от Ибн Аббас, радиаллаху анхума. Третий – это сура Аль-Маида.
сура Аль-Маида. Хотя ученые говорят, что это может и не быть последняя сура. Почему? Потому что в передаче, который говорит о том, что последняя сура это Аль-Маида, Аиша радийаллаху анха что говорит? Говорит, последняя сура, которая была ниспослана, это Аль-Маида. Поэтому, что вы видите там дозволенный, это дозволенный. То есть этот аят не отменяется. И что там видите, что там запретный, это будет и запретный. То есть она имела в виду, это не буквально самые последние сура, которые были ниспосланы пророку, а она имела в виду, что это последние шариатские решения, после которых не был ниспослан отменяющий Коран, который отменил эти решения. Поэтому, когда она говорила, что последняя сура – это сура Аль-Маида, она имела в виду, что все решения в этой суре, они были последние. То есть после них не были другие решения, отменяющие решения, находящиеся в этой суре. И, конечно, все, что мы говорили о первом аяте, первой суре, последний аят, последней суре, это так сказать, общее понятие первый и последний. Есть еще определенные первый и последний аяты. Это касается определенной темы. Например, есть ученые там составили труды по первый аят, который был ниспослан в одной теме, касаясь одного вопроса. И последний аят, который обсудили этот вопрос. То есть первый аят о запрете вина, например. Последний аят о запрете вина. Первый аят о сражении на пути Аллаха. Последний аят о сражении на пути Аллаха. И так далее. Каждая тема там обсуждает, там ученые установили, какие там были первые аяты, какие последние. Также место ниспослания, то есть они тоже определили, какой аят был, или какая сура была ниспослана в Мекке, первый аят, первая сура, и какие были последние в Мекке до переселения. Также в Медине. Например, в Мекке говорят, что сура Аль-Алак это первая сура, то есть начало 5 аятов, и последняя сура, которая была ниспослана, либо Аль-Му'минун, либо Аль-Анкабут. Есть два мнения. И в Медине первая сура, которая была ниспослана, есть три мнения, либо Аль-Мутаффифин, либо Аль-Бакара, либо Аль-Кадр. И последняя сура, которая была ниспослана, как мы говорили, что есть мнение о том, что это сура Ат-Тауба. На этом сегодня все. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла иляха илля ант, настагфирука ва натубу илейк, вальхамдулиллахи раббил алямин. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله